Это кадры тренинга фабрики процессов. На импровизированном предприятии участники собирают регуляторы давления газа. Эта реальная часть оборудования состоит из 38 деталей. За 20 минут нужно произвести 10 таких изделий, а в итоге получить минимальную себестоимость и максимальную прибыль. Очень долго был рекорд, держался ООО «Плитный мир» по себестоимости и по прибыли. Почти 9 фабрик. Ну вот последняя фабрика, вот Нортвуд Коми, они побили рекорд, дали 43 800 рублей себестоимость данной продукции и порядка 260 тысяч прибыли. В команде 15 человек, руководители и специалисты предприятий Коми, 3 рабочих смены, теория и практика. Участники изучают технологии бережливого производства, стандарты безопасности, создание потока единичных изделий, 7 видов потерь. Самостоятельно выявляют проблемы, внедряют улучшения. Например, меняют схему транспортировки, выстраивают конвейер. После первой смены у нас идет лекционная часть. Как раз мы участников фабрики знакомим с потерями, которые существуют на производстве. Для них это открытие, то, что потери составляют 95% нашей работы. Да? И знакомим вот с первой самой главной потерей перепроизводства. Когда мы работаем на склад, допустим, или заказали большую партию, ну вот, если это руководитель здравоохранения, мы рассматриваем, когда заказали партию большую каких-то лекарственных препаратов, а у них срок годности истек. Учебно-производственная площадка «Фабрика процессов» начала работать в Коми в рамках нацпроекта «Производительность труда» год назад. За это время сертифицированные тренеры провели 13 тренингов для компаний, экскурсии для организаций, представителей органов исполнительной власти и студентов. 40% предприятий, прошедших тренинг, деревообрабатывающие компании. Для максимизации прибыли участники должны понимать, что нужно повысить выручку, удовлетворить потребности клиента в деталях, обеспечив производство деталей нужного качества и, соответственно, оптимизировать состав и структуру расходов организации. А по итогам тренингов у нас все 100% участников пришли к нужным результатам и поняли, что действительно те улучшения, которые внедряются, они позволяют повысить экономическую эффективность деятельности организации, достичь нужных эффектов, возможно, высвободить ресурсы и эти ресурсы направить на новые проекты. Одно из предприятий, прошедших фабрику процессов, Сыктывкарский хлебобулочный завод. Полученные навыки уже внедрили в производство. Результат – повышение экономической эффективности. Нами был создан бланк здесь непосредственно на предприятии. Шаблонный бланк, который был, ну и есть разработанный, нами был доработан, в силу того, что он не подходил. В течение рабочего дня, в течение каждой рабочей смены работники заполняли этот бланк о том, что они делали, в какое время, что им мешало сделать. Вот, соответственно, этот инструмент бережливого производства, как производственный анализ, он позволил нам выявить следующие проблемы. Это ожидание и недозагрузку. На основании этого мы пересмотрели производственный график выхода смен. И это дало нам эффект порядка 22% прироста по выработке в данном производственном потоке. Всего с 2022 года участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 11 предприятий региона. Но имеют возможность пройти обучение инструментам бережливого производства, повысить квалификацию и сотрудники предприятий, не участвующих в национальном проекте. Дарья Балакжанина, Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.